Первый мой доклад такой носит развлекательно-научно-популярно-популистский характер. Он практически, может быть, не принесет каких-то особых вам знаний, но заставит над кое-чем задуматься, над социальными сетями в частности, потому что, ну, как принято, что в социальных сетях у нас, кроме сисек и котиков, пока мало что есть, а вот я попытаюсь рассказать о том, что вообще-то там происходят процессы, которые отражаются даже на глобальной экономике. Очень интересные вещи происходят, которые вот действительно являются чем-то новым, в том числе в такой науке, как экономика. Вот, значит, доклад наш будет состоять где-то из 20 слайдов. Сначала я расскажу немножко о себе, потом о нашей компании Red Cats, потом мы посмотрим, что же это за процессы происходят в социальных сетях, в интернете, что такое цифровые товары, вы все ими наверняка пользовались, но вот не совсем, наверное, знаете в теории, что это такое. И потом мы узнаем, сколько денег у Павла Дурова есть. Всех волнует вопрос. Вот. Если слайды будут скучные какие-то, то вот там внизу, в таких серых квадратиках, наши сотрудники агентства, наши копирайтеры недавно зачем-то писали смешные стишки про социальные сети. Вот. Если социальные сети вам не интересны, вы любите поэзию, читайте стишки. Начнем. Пожалуй. Сначала немножко обо мне в картинках. Вот здесь ряд картинок. Не пугайтесь, я сейчас все объясню. Белочки две символизируют место, откуда я приехал. Это Новосибирск, Сибирь, академгородок. Он где-то в 60-х годах туда переехали ряд ученых из Москвы, из Питера и открыли там вот свою силиконовую долину такую сибирскую. Он до сих пор сейчас живет, там много институтов, которые сдаются под офисы и ночные клубы, и всяких агентств, где я начинал работать маркетологом в софтверной компании. Мы производили софт, продавали его в США. Там же я учился в Новосибирском государственном университете на экономиста, поэтому вот экономика, слово такое присутствует в этом докладе. Вот. Потом я поехал на стажировку годовую в Польшу. Это вот картинка средняя верхняя символизирует Польшу. Почему-то я так решил. На стажировку в компанию Logitech. Вы, наверное, знаете мышки, клавиатуры Logitech. Еще они производят так называемые 3D-манипуляторы, 3D-мышки для конструкторов, которые работают с 3D-моделированием, производят тракторы и самолеты. Я вот пытался заниматься маркетингом этих мышек, но в России не очень получилось их хорошо продавать, поэтому я оттуда уехал и создал сначала небольшой такой сайт smartvideos.ru, умное видео. Идея была в том, чтобы переводить зарубежные научно-популярные образовательные ролики, добавлять к ним субтитры, озвучивать и, собственно, выкладывать. Он как-то очень быстро стал популярным, сейчас его около 3-4 тысяч человек в день посещает, выиграл ряд конкурсов, вот финалист премии Рунета, блог Рунета в 2009 году он стал, и международный конкурс блогов Best of Blogs от Deutsche Welle, он тоже занял одно из призовых мест. Вот. И последняя картинка, это, собственно, символизирует красные кеды, а не то, что вы подумали. Это компания, в которой я сейчас работаю, и о которой мой следующий слайд. Следующий слайд с видео, оно должно было проигрываться прямо здесь, но PC не может прямо здесь проигрывать видео, поэтому мы его сейчас покажем отдельно. Пока скажу, что наша компания, вот 3 основных слова выделены жирным здесь. Это идеи, дизайн и технологии. Мы от них отталкиваемся, и вообще очень серьезные ребята. Об этом сейчас будет видео. Задача придумать и реализовать настоящую игру для мобильных платформ. Молодых подходящих рекламных кампаний, естественно, освежающие фруктовое безумие, сводящие с ума своим сводящим с ума сумасшествие. Кусочки фруктов Бэкс обладают настолько непредсказуемым бодрящим эффектом, что каждый раз, когда ты с ними сталкиваешься, ты испытываешь неописуемый восторг от безумия происходящего. Цель — повысить лояльность, сделать бренд
Мы все сделали наоборот. Игра — это правило по уровню, а точнее один уровень и 22 разных правила игры. Безумие, всепоглощающее безумие, всепоглощенное в игре для iPhone и iPad. Парашютист прыгает из горящего самолета и по пути к земле собирает фрукты, ягоды, доски, лебедки, гитары, пыль, кости, космос и даже второго парашютиста. Планета не придумала лучшего предмета для мобильных экспериментов, чем iPhone. Ведь у него же есть и то, и другое, и пятый, и десятый, и гироскопы, и туда-сюда его можно дергать. Пойми же, Александр, как надо крутить твой iPhone, чтобы парашютист взял руку. Игру скачала куча человек из кучи стран, в том числе и 250 китайских блогеров. Успех, роскошь, триумф, реальность. А теперь комментарий клубничка лимона по этому проекту. Особая благодарность инфоторговцу. Креативное агентство Ракетс и безумное мороженое Экзо представляют. Я это уже говорил, ох, ёжик. Спасибо. Это вот у нас была компания по мороженому Экзо с компанией Unilever. В том числе был кейс с игрой в социальных сетях ВКонтакте, и вот для айфона, как бы ее продолжение. Я о нем расскажу на следующем докладе. Вообще в следующем докладе вы увидите несколько таких интересных наших кейсов. А пока мы поговорим о фундаментальных вещах, продолжим сейчас этот разговор. Так вот. Да, значит, еще немножко, кроме того, что мы делаем смешные ролики с Кураж Помбеем о наших кейсах, мы еще, в общем-то, компания из 100 человек, группа компаний, вернее, куда входит, собственно, креативное агентство Red Cats, где мы придумываем идеи, рисуем дизайн и продвижением немножко занимаемся. Дизайн-бутик Nile, БТЛ-агентство Свист, Казанское агентство разработчиков SmartHead, Новосибирское агентство Wow Agency и наш образовательный проект курсы интерактивной диджитал-рекламы «Икра». Он есть в Москве, Киеве, Питере. Если кто-нибудь оттуда, обратите внимание, это один из немногих современных курсов дизайна и рекламы. Вот. Теперь перейдем, собственно, к теме нашего доклада. Еще один стишок. Я остановлюсь немножко, чтобы все прочитали, и пойдем. Значит, современный интернет, современная экономика. Я хотел бы рассказать о нескольких примерах того, как появляются вообще новые процессы, новая валюта, новая система финансирования в диджитал мире. И первый кейс, здесь тоже будет небольшое видео о таком проекте, о котором рассказывали даже на Каннских львах в этом году. Он называется Pay with a Tweet. И это пример интересной такой интернет-валюты. Давайте посмотрим. Here's how it works. If you want to sell your song, book, movie, coupon, or whatever, just fill out the form and embed your personal Pay with a Tweet button into your website. People then simply click on the Pay with a Tweet button, log into their Twitter or Facebook account, tweet or post about the product, and are then able to download the file. When someone pays with a tweet or posts to Facebook, it reaches all their followers and friends, leading to more people paying with a tweet. Pay with a Tweet launched in the summer of 2010 with the release of Innovative Thunder's book. Just 3 days later, their server crashed twice due to the 13,000 plus downloads of the book. The book became the third most trending topic on Twitter worldwide, and that was during the World Cup. To date, people have downloaded over 170,000 copies of the book, with more than 350,000 visitors to the site, without any paid media. And it's become a hit for others. Music artists, authors, and directors are using it. And big brands like Greenpeace, Microsoft, and Brazilian superstar Luan Santana. To date, over 10,000 Pay with a Tweet buttons have led to 400,000 people paying for something with a tweet in just 6 months. What at first was a campaign for Innovative Thunder's book became the world's first social payment system, in turn helping thousands of creatives and companies all over the world to spread their goods for free. Well, not really for free, but for the price of a tweet. Небольшое пояснение, в чем суть этого проекта, то что ребята, два простых
чувака из Нью-Йорка выпустили электронную книгу, значит, денег у них не было ее распространять, и они решили сделать так, чтобы за нее платили твитом. То есть, кто хочет скачать ее, нажимает на кнопочку, там типа «Я скачал интересную книгу», вот, публикует это к себе в Твиттере, таким образом информация распространяется, ну и какие цифры вы видели. Это как-то пошло, все закрутилось, они на основе этого создали сервис Pay with a Tweet, Pay with Facebook Like и так далее, который позволяет распространять электронные товары, о которых мы поговорим, платя за них, собственно, возможностью распространить их в социальных сетях. Интересный достаточно кейс. Если вы, допустим, кто-то из вас написал недавно электронную книгу «Как стать таким же популярным, как мужчина из ролика про Изя в интернете», и у вас тоже нет денег, как ее продать, собственно, распространить, вот примите во внимание. Мы для одного из своих проектов, для одной из конференций недавно тоже применили интересную систему такую. Мы сделали конференцию, вход на которую был 10 тысяч рублей, и мы написали, что каждый ваш лайк конференции в Фейсбуке снизит цену на нее в 1 рубль. Соответственно, те люди, которые туда пошли, были заинтересованы в том, чтобы заплатить меньше денег, нажимали сами лайки, просили своих друзей нажать. В итоге где-то 1000 лайков мы получили, то есть 1000 человек опубликовали это в своей ленте, там минимум, допустим, 100 друзьям, да, 100 на 1000, 100 тысяч. То есть мы за 1000 рублей, на которые мы снизили цену, получили охват нашей конференции благодаря такой механике в 100 тысяч человек, которые увидели о ней информацию, и, может быть, даже человека 2-3 из них пошли. Вот. Поэтому все меняется, новая валюта создается в интернете, а мы сидим, презентации смотрим. Следующая штука такая, все, наверное, знают Навального, такого парня интересного, который собрал недавно что-то 6 или 7 миллионов в Яндекс.Деньгах на свой проект по разоблачению плохих дяденек. Вот. И, собственно, он был не первым, кто это сделал. В США уже года, наверное, 4 существует очень известный высокопосещаемый проект, который называется Kickstarter. Это проект для творческих людей, которые делают интересные проекты, выставки, снимают фильмы, рисуют картины, и у которых тоже нет денег. И они выкладывают туда, на этот сайт, описание своего проекта, выкладывают какие-то бенефиты, которые могут получить те люди, которые профинансируют его. Допустим, за $20 я приглашу вас на премьерный показ своего фильма, за $30 я подарю вам диск и так далее. И устанавливают некий срок, сумму, которая им необходима для реализации. Люди заходят на этот сайт, американцы $20 обычно для них ничего такого страшного. Если проект им нравится, они вкладывают эти $20 электронно через карточку. И, собственно, если проект интересный, он набирает в течение заданного срока необходимую сумму, он получает свою реализацию и, опять же, анонсирование на этом сайте. Так называемая система краудфандинга. Тоже вот как можно с помощью интернет-ресурсов и механик собрать несколько сотен тысяч долларов. Там действительно есть проекты, которые собирают несколько сотен тысяч долларов, так что Навальный нервно курит в сторонке. Такие два примера. Теперь, собственно, перейдем в ВКонтакте. Все же любят ВКонтакте. Поднимите руку, кто зарегистрирован в ВКонтакте здесь, чтобы понимать. Ну вот, 116% аудитории зарегистрировано ВКонтакте, значит, нам будет о чем поговорить. Собственно, сначала немного теории. Цифровые товары. Что это такое? Это, может быть, программное обеспечение, музыкальные произведения, электронные книги, которые не имеют материального носителя информации, но выложены в интернете. Их можно скачать, получить ссылку, записать к себе на компьютер и использовать многократно. Вот мой друг Кошка, например, электронная книга, вполне себе такой цифровой товар.
У них есть 3 основных свойства, которые выделили индийские и американские ученые достаточно недавно, когда начали их изучать. Я просто писал в университете диплом на эту тему, и вот с точки зрения глубокой такой теории экономической изучал ценообразование цифровых товаров. Первые 2 свойства, неразрушаемость и преобразуемость, в общем, достаточно логичны, не имеют под собой ничего особо такого загадочного, не несут, вернее, не являются следствием. А вот свойство воспроизводимости, то есть то, что мы можем один раз вложиться в, допустим, написание программы или книги, понести какие-то постоянные издержки, но потом мы можем копировать эту программу или книгу сколько угодно раз, не неся дополнительных издержек. Это вообще глобальное такое отличие цифровых товаров от товаров обычных, потому что если вы хотите сделать еще один глазированный сырок, да, произвести и продать, вы несете всегда переменные издержки, так называемые. И вот это свойство воспроизводимости и ломает, собственно, экономистам всю лафу, они не знают, что делать с ними. Сейчас я объясню, почему. Дело в том, что в экономике ценообразование строится вообще очень сильно, гуляет вокруг переменных издержек тех самых. Может быть, если кто-то читал введение в экономику, есть такая формула MR равно MC, то есть предельный доход равен предельным издержкам. Это вот в экономической теории одно из главных уравнений ценообразования, и люди устанавливают, производители, цены на свои товары, пока доход от каждой дополнительной единицы продукции больше издержек на производство каждой дополнительной единицы продукта. Но это логично, потому что тогда они получают прибыль. Вот. А для цифровых товаров это глобальное правило неприменимо, потому что у нас, как мы выяснили, предельные издержки на производство дополнительной книжки «Мой друг кошка» равны нулю. Ну или, по крайней мере, к ним стремятся. Что же, собственно, делать, как быть, куда бежать? Очень много людей думает над этим до сих пор, известных таких. И на самом деле кое-какие подвижки есть, но пока какого-то простого правила типа MR равно MC не придумали. Там, вот в моем дипломе я немножко рассматривал страшные такие вещи, Лагранжиан и высшая математика. Очень, в общем, тяжело. Мы сейчас это, конечно, с вами не будем рассматривать, но зато лучше мы посчитаем, сколько вот этот человек на вот этом мишке с сердечком заработал, чтобы в Питере себе открыть такой офис в дворце, прям, может быть, кто-нибудь видел фотографии. Давайте попробуем прикинуть, вспомнив про вот, нашу теорию про постоянные переменные издержки. Допустим, все знают вот сердечко, да, такое, которое можно посылать на стену другу своему, или подруге, или бабушке. Кто отправлял хоть раз в жизни? Поднимите руку, пожалуйста. Так, 1, 2, 3 человека. Ну, остальные стесняются, на самом деле я даже один раз напился и отправил. Поэтому это нормально, на самом деле. Я сейчас объясню, почему. Допустим, постоянные издержки в пересчете на один из таких подарков, то есть работа дизайнеров, программистов равны, ну, 10 000 рублей. Может быть больше, это даже не суть важно, главное, что это там не миллионы и миллиарды. Переменные издержки, то есть издержки на производство дополнительного сердечка, стремятся к нулю, как мы уже выяснили. Что же мы получаем? Нет, сначала не получаем, сначала посчитаем, сколько же у нас человек ВКонтакте. Сейчас они объявляют о 120 миллионах зарегистрированных, вычтем ботов всяких, получим где-то 50 миллионов, это уже похоже на правду. Возьмем 50 разновидностей таких подарочек, там, мишки, хомячки, сердечки, и получим, что... и возьмем, что каждый второй, собственно, у нас, конечно, здесь не каждый второй, но на самом-то деле каждый второй отправил хоть раз подарок кому-нибудь, и получим, что 25 миллионов подарков так или иначе было отправлено. Пусть они были там немножко разные, не только наши сердечки, но
так или иначе 500 тысяч сердец было отправлено, и это не слабо. Задумайтесь, что такое 500 тысяч. Было бы у меня 500 тысяч рублей, не сидел бы я тут сейчас. Вот. Теперь дальше прикинем, сколько такое вот рисованное сердечко получило в плане прибыли. Оно примерно по 10 рублей стоит, 500 000 умножаем на 10 рублей, высчитаем 10 тысяч работы дизайнеров, амортизации, прочее, и получаем, что одно такое сердечко получило 4 990 000 рублей чистой прибыли. Или в пересчете на маржу, маржа это тоже экономический термин, не самка маржа, а разница между доходом и издержками. Собственно, все производители пытаются ее как можно больше увеличить. И получаем, что для данного товара, если этот электронный цифровой товар рассматривать как обычный там глазированный сырок, маржа равна 50 000 %. От этого на самом деле у всех вот экономистов, вообще кто занимается как-то бизнесом, встают обычно волосы дыбом, они хотят Павла Дурова убить и все такое. Вот. Небольшая ремарка, то что, конечно, нельзя рассматривать вот это розовое сердечко, да, ВКонтакте как обособленный такой товар, который я могу на рынке пойти где-то купить рядом с помидорами. Это часть системы, да, и амортизация и производство вот в широком смысле такие вещи к нему неприменимы. Но сам тот факт, что кто-то, может быть, даже там не Павел Дуров, поскольку он скопировал с Фейсбука все изначально, создал такую систему, где такой товар, казалось бы, рисованное сердечко получает 5 миллионов и маржу в 50 000 %, это уже, собственно, вызывает уважение, у кого-то недоумение, но это по-любому знаковое такое событие, на которое я вот попытался обратить ваше внимание, и, может быть, вы тоже сможете открыть что-то такое для себя и попробовать стать таким же вот вежливым, как Павел Дуров, которому, несмотря на все его жесты в адрес Mail.ru, по-моему, которые хотели его купить, я лично, как экономист, поставил лайк в Фейсбуке. Вот мой доклад закончился на этом. Можете смотреть наш корпоративный аккаунт Redcast, там много всего интересного. Можете читать мой твиттер, можете задавать вопросы. Спасибо. А по первому тренду монетизация как прошла с ребятами? По первому какому? Первый тренд, вы сказали, что payment Twitter. Или это просто распространение? Это сервис, я не знаю, они в итоге создали сервис, я не смотрел, если честно, есть ли у них какой-нибудь платный доступ, допустим, чтобы, есть обычно у сервиса какая-то бесплатная возможность интегрировать там в свой сайт этот сервис, наверняка у них есть какой-нибудь премиум аккаунт, и они уже какие-то деньги зарабатывают. Может, следующую свою книгу после того, как стали известными, уже за деньги продают. Я, если честно, не знаю там, насколько у них все. Можете посмотреть. paywithatweet.com. Можете, кстати, пользоваться. Никто почему-то не пользуется. Твиттер, Фейсбук, вот что-то продавать электронное. Как продавать? Распространять, да? С помощью вот такой валюты. У меня еще одно последнее видео про то, какая должна быть атмосфера в интернет-оркестре. Вот это мы сами делали. Я ведущий копирайтер на нашем проекте, и креативный директор сказал: берете жизнь формата А4, и тут у меня родилась идея. Именно та самая идея. Она говорит, что будет, чай или кофе? И ты все время думаешь, что бы выбрать? Я давно хотел поговорить о том, что на нашем есть одна проблема, которая меня беспокоит. Как вам объяснить? Вот смотрите, допустим, этот крем для рук и вот эта вот растресканная сова. Лягушка, она ксенофобична, потому что в ней полироидная смесь. Посмотрите внимательно. Обрюзгшая лягушка, видите, она слоится. Вы видите? Вы видите? В тот момент мы поняли, что все, что мы делали до сих пор, не имело смысла. До обращения клиентов в Redcast тренд продаж был резко отрицательным.
в работе для нашего клиента нам было необходимо достичь высоких концепций популярности, и мы получили нескрываемое удовольствие от всех. Больше всего на этом проекте мне нравится менеджер. Она темненькая, она светленькая, она... Но я же имею данные по данным, имею возражения по данным, и было сложно, конечно, бывает сложно, когда идет умение модификации. В зависимости от особенностей. Мы решили обратиться к трудовым классикам. Начали заново. Типизированный язык программирования общего значения. Потом внезапно мне позвонили из управления, позвонили прямо на телефон. Я говорю: алло. Валерий, послушайте, текст утверждается. Только что у нас был конференц-колл, надо добавить зеленого и синего оттенка музыки. Вот я сейчас стараюсь пойти к нашим дизайнерам. Мы старались, и я считаю, что это у нас получилось. Интереснее всего общаться с рыжими девочками, я давно это заметил. И чем короче они пострижены, тем интереснее и эффективнее проходит общение. Вот это я называю работой. Блин, кто там делает? Я написал свою музыку, написал в Фейсбуке, в Твиттере написал. Можно однозначно сказать, что это безосновательная истина. После смелого решения клиента и работы нашего отдела экспертизы, проект обошла резко положительно. Если бы я, конечно, расскажу напряженный контакт с ждем от вас эмоционально насыщенные отношения с клиентом. Решение, которое мы предлагаем, это ваше лицо в сети. Почему вам нужно обратиться именно к нам? Потому что мы знаем, как воплотить ваши идеи в реальность. И да, мы согласны на оплату всем миллионов. Кстати, какое оно вязкое. Подождите, а